Саинова. Смотрите сегодня в выпуске. У одних падеж более трети поголовья, у других сохранность 100%. Единые идентификационные номера помогут выявить и исправить проблемные места в животноводстве. Хлеб не только всему глава, но и источник здоровья, если он на хмелю. Караваи по старинным рецептам пекут в Мамадыше. Свадебное платье свекрови и стол из полуразрушенного дома. Все в театр. Будни и праздники Малоилгинского народного театра в рассказах сельчан и артистов. И муравья выточит, и медведя свояет, где берет идеи и вдохновение лаишевских деревянных дел мастер. Падеж скота почти 40%. И это в Татарстане, регионе, идущем в числе первых по количеству поголовья КРС. Безусловно, далеко не во всех хозяйствах такая ситуация. Немало тех, где сохранность 100%. Тем не менее, важно искать причины и исправлять положение и в отстающих предприятиях. В 2021 году планируется принятие закона о единой идентификации сельскохозяйственных животных. Уже в этом году Татарстан начал апробировать пилотный проект в хозяйствах Арского и Балтасинского районов. Как идет внедрение проекта? Эти и другие насущные проблемы животноводства обсуждали на этой неделе в хозяйстве Северной Арского района. У нас техники хорошо работают, гибели практически нет. Очень редко, раз в 3 месяца может быть один случай. Агрофирма «Северный» — единственное уцелевшее подразделение предприятия «Вамин» в Арском районе и до сих пор входит в его состав. Эти телята – подопечные Сирины Хакимовой. Среди ее молодняка почти 100% сохранность. И для этого здесь есть все условия. Во-первых, еще до отела корова находится под наблюдением специалиста. Во-вторых, новорожденных телят в течение 3 месяцев поят цельным молоком. Заменитель молока мы не используем, только цельным молоком поем. Сегодня у Сирины под присмотром 80 телят. Через 3 месяца их переведут в другое помещение. Там их разделят на группы. Хамбал Авхадиев и Рафия Хакимуллина ухаживают за ними как за родными. На сохранность влияет не только кормление, но и своевременные меры профилактики. Из родильного отделения к нам сюда поступают телята в 3-месячном возрасте. Мы за ними ухаживаем, пока им не исполнится полгода. Главная проблема телят – это расстройство пищеварения, обезвоживание. Стараемся не допускать этого. Летом травы сушим, собираем, зимой отпаиваем ими. Месячный привес в среднем 800 граммов. И хотя это помещение теплым не назовешь, по мнению специалистов, прохладный воздух телят только закаляет. При холодном содержании они едят хорошо, сырости тут нет, и дышится им легче. В хозяйстве «Северный» на сегодня 3200 голов КРС, 785 из них – дойные коровы. В этом году молока производят на 3 тонны больше, чем в прошлом. Рост показателей специалисты объясняют тем, что сейчас на предприятии ведется строгий учет всего. В мае этого года животным начали присваивать единые идентификационные номера. Этим в основном занимается зоотехник-селекционер Ляйсан Хамитова. Пусть и прошло не так много времени, результаты есть. Для каждого ассимилятора можем анализировать, и вот у них в оценке в процентах производительности есть результаты. Также есть в общем стадии, потому что каждый раз вот после каждого анализа делаем результат, и у нас сейчас цельных коров больше, чем по прошлогоднему году на этот день. Главный показатель в животноводстве – это сервис-период. До мая этого года здесь он длился 113 дней. Теперь сократили до 98. Ученые рекомендуют не растягивать это время более чем на 100 дней. А это результат своевременного определения охоты животного. Сокращение падежа молодняка – тоже результат работы над сервис-периодом, уверены в хозяйстве. Сейчас мы конкретно видим, в какой день корова должна телиться, потому что идет перевод на сухостой 2 предотдельный период, и программа выводит именно список. Вот эти коровы именно должны быть под наблюдением, и они в скором времени отелятся. Из этого эти коровы под наблюдением, и процент падежа с этим у нас уменьшилось. На прошедшем семинаре продемонстрировали процесс присвоения единого идентификационного номера новорожденному теленку. Для чего это нужно? По этому номеру ветеринары и районных и главного управления ветобъединения будут знать о передвижении всего поголовья республики и о всех проведенных ветеринарных мероприятиях.
Номер присваивает Россельхознадзор. Его можно сравнить с номером ИНН у людей. Такого номера, этот уже номер больше уже то есть в Российской Федерации не повторяется. То есть благодаря этому номеру, этому носителю мы можем определять, какая система вакцинации, какие профилактические мероприятия сделаны, какие именно взятие крови, туберкулинизации, какие прививки сделаны, какая витаминизация сделана. За весь период жизни у этого животного мы можем прочитать или проанализировать согласно этих бирок, то есть про это животное. Всю информацию можно прочитать. Закон еще не принят. Это дело первого полугодия следующего года. Татарстанские аграрии решили заранее опробовать и начали внедрять идентификацию в качестве пилотного проекта. Любое новшество приживается непросто, и к Меркурию привыкали долго, а сейчас без него в том же молочном производстве никак. В первом полугодии до 2021 года ожидается вступление в силу закона об обязательной идентификации животных. Законопроект в настоящее время проходит процедуру согласования. На сегодняшний день законопроект находится в Кабинете министров правительства Российской Федерации. После его принятия владельцы животных будут обязаны проводить идентификацию и регистрацию своих животных. Это будет обязательно, коллеги, хотим мы не хотим, этот закон все равно его примут. Необходимость единой идентификации разъяснили и на семинаре. Например, пока проконтролировать всех завозимых в республику животных довольно сложно. Нередки случаи замен одного на другого. Татарстан в числе первых по количеству поголовья в стране. При этом учет этого поголовья пока хромает. Ну, коллеги, мы все знаем, у нас, то есть в целом брать, учет у нас такой. Мы все знаем, у нас конкретно нет поголовья, у кого больше, у кого меньше. У нас эпизодические ситуации вот на сегодняшний день. Вы все знаете, откуда только не привозят поголовье. Дальше у нас по животноводству, если мы хотим расти, без идентификации, без учета никакого у нас дальше роста никакого никак не может быть. Главная проблема животноводства – падеж. Единая идентификация поможет навести порядок и в этом направлении. К примеру, в хозяйстве «Правда» Высокогорского района гибнет 33,9% молодняка. В фермерском хозяйстве Садикова более 25%. Анализировал ли, разбирался ли кто в причинах? Такая же ситуация возникает, когда хозяйство переходит от одного владельца к другому. Вот, к примеру, в агроферме Телечи Агро случаев гибели животных было немного. В этом году предприятие перешло на баланс компании «Август». И тут же случилась массовая гибель скота. Видимо, приписки старых хозяев иначе не спишешь. Впредь такие случаи приниматься не будут, предупредил главный ветеринарный врач республики. Всему должны быть доказательства. Не было падежа, Август Юрьевич, как бы, с нашей точки зрения, не проблемное хозяйство было, а сразу там сколько голов, месяц, там 20 чем-то голов дали падеж. Потому что он перешел с одного собственника на другой. Пока единая идентификация начала внедряться в двух районах – Арском и Балтасинском. В Арском районе сегодня насчитывается более 36 тысяч голов скота. Каждое хозяйство принимает нововведение с пониманием. Сегодня Арский район, 1900 уже голов крупного рогатого скота проидентифицировало. Вот сегодня систему как раз специалист сегодня показывал, как нужно идентифицировать, как правильно идентифицировать, чтобы на самом деле ушная бирка и не выпадала, и на самом деле точно, четко закреплялась. То есть технологию специалисты объясняют сами, именно как его крепить, и как именно вешать, и в каких технологиях именно надо применить. Безусловно, учет поголовья и правильное распределение средств – залог успешной работы. В хозяйстве «Северный» так было и до сих пор. Вероятно, это одна из причин того, что падеж здесь менее 3%. Это племенное предприятие, а потому приходится продавать скот и на сторону. Теперь с появлением единых идентификационных номеров и процедуры купли-продажи станут прозрачными. 19 ноября стартовало голосование на портале первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России». Это первый этап конкурса. По всей России заявлено около 500 региональных брендов, из них 22 из Татарстана. Сегодня мы расскажем об одном из конкурсантов – хлебе бамадышском на хмелю. Использование хмельной закваски придает изделию особый вкус и является полезным дополнением к нашему рациону, уверяет производитель. Подробнее о технологии приготовления узнаем в следующем сюжете. Гузель Хасанова знакома с производством хлеба давно. В свое время она отучилась на технолога. А подъем по карьерной лестнице начала с должности лаборанта в хлебобулочном комбинате. В прошлом году она выкупила цех по производству хлеба и запустила новый бренд – «Мамадышский хлеб на хмелю».
Не хочется терять традиции. Наши бабушки и дедушки собирали хмель в лесу, сами из него делали дрожжи. Из такого хлеба исходил потрясающий запах. Теперь уже нет такой качественной муки, как тогда. Но традиции все равно хочется сохранить. Хмель закупается в Чебоксарах. В год хватает 300 килограмм сырья. Есть мнение, что хмелевая закваска оказывает общеукрепляющее, противовоспалительное и антиаллергическое действие на организм. Хлеб на закваске хранится дольше, при этом не теряя присущего только ему вкуса. Сначала в марлевый мешок кладем 2-3 килограмма хмеля и варим в большой кастрюле. Через насос он поступает сюда и процеживается. В полученный кипяток засыпаем муку и засахариваем. Когда масса остывает, оставляем в чане 2-3 ведра жидких дрожжей, чтобы в дальнейшем использовать их для производства новых дрожжей. Полученные жидкие дрожжи используются во всех изделиях, но в разном количестве в зависимости от рецептуры. Каждое изделие формируется вручную. У работниц уже набита рука. Они практически интуитивно могут определить, сколько граммов теста им нужно. Формируем хлеб по формам и ставим в расстойку. В расстойке у нас стоит 40 минут хлеб. Может 45. Ну, допустим, потом уже выставляем здесь на воздухе немножко для подъема пышного хлеба, чтобы поднялся получше. Ставим в печь. Ну, в печи тоже 40 минут он стоит у нас. На предприятии трудятся в 4 смены. Лилия Абдуллина работает здесь уже больше 10 лет. Начинала простым пекарем. Теперь она мастер по производству. Свою смену Лилия Ханам начинает рано утром. Я прихожу в половине 4 утра. К этому времени ночная смена уже заложила опару на белый и черный хлеб. Я закладываю опару на батоны и принимаюсь за хлеб. Сейчас уже принимаемся за бездрожжевой. Мамадышский хлеб на хмелю был номинирован на национальный конкурс региональных брендов «Вкусы России». Гузаль Хасанова отмечает, что такой хлеб полезен для пищеварения, но народ это пока не совсем понимает. Сейчас же время такое, и тесто, и опару вместе месят. Народ пресный хлеб нынче любит. А по правилам сначала опару ставят, только потом уже тесто месят. А после выпекания хлеб должен 16 часов настояться в экспедиторской. Народ не понимает, что для здоровья так лучше, а есть только что испеченный теплый хлеб неправильно. Ассортимент большой, рядом находится еще и кондитерский цех. Продукция уходит в местные магазины, радуют и соседние районы. Хлебные продукты Гузаль Хасановой могут купить и казанцы, особенно жители поселка Дербышки. Теперь ее цель – собственный магазин. Здание уже куплено, ремонт идет полным ходом. Если бы не районная и республиканская помощь, проделать такую работу просто бы не удалось, говорит председатель кооператива. Предприниматель закупила автомобили, новое оборудование по программе 60/40. В планах же сделать ремонт и расширить ассортимент. И в продолжение темы напомню, что народное голосование будет продолжаться до 2 декабря. Отдать свой голос за полюбившуюся продукцию вы сможете на сайте «Вкусы России РФ». Прошли те времена, когда столичные артисты разъезжали по деревням с концертами да спектаклями. Невыгодно это сейчас. А в деревнях, если и были свои коллективы, за последние полгода пандемии и изоляции распались и они. Каково же было наше удивление, когда совсем недавно в одной деревне мы увидели театр. Огромное двухэтажное здание с вывеской видно издалека. И, как выяснилось, не для красоты ее повесили. Театральному коллективу Малоилгинского дома культуры в этом году исполнилось 35 лет. Конечно, карантин внес коррективы и в работу и этого коллектива, но люди сюда приходят и продолжают играть на сцене. За все годы работы здесь поставили около 100 спектаклей. Об уникальном сельском театре наш репортаж. Часто ли вам приходилось видеть в селе театр? В том-то и дело, сегодня не в каждой деревне клуб открытый встретишь. А в Малых Елгах Лаишевского района вот он, размером почти с Камаловский театр. Название громкое, но соответствует ли оно содержанию? В 2017 году по государственной программе в клубе сделали капитальный ремонт, и тогда мы стали называться «Театр». Ведь у нас уже 35 лет работают 2 театральных коллектива – детский «Маска» и взрослый «Талсам». А началось все в 1984 году, когда в родную деревню после учебы в Институте культуры вернулась Равиля Валиуллина и организовала театральный кружок. Кто-то из самых первых артистов и сегодня играет на сцене. Я тогда в 7-м, в 6 классе училась, не вспомню название.
про Хиросиму. Мы тогда вот эти птички делали. Вот это самый первый спектакль с нами был. Сегодня уже дети и внуки первых актеров уверенно ступают по этой сцене. И для каждого их театр что-то родное, сокровенное. Здесь я учусь актерству. Здесь я нашла друзей. Мне нравится в актерском деле то, что ты можешь применять себя в разных ролях. Если ты в жизни скромна, то можешь сыграть храбреца. Этих девочек можно назвать опытными актрисами. В театре они играют уже 3 года, а есть совсем еще малыши, и каждый из них ценный кадр для режиссера. Я им так благодарна, я так благодарна всем, что вот я думаю, все, вот этот год кончится, эти уйдут, кто будет. Просто меня спасает то, что, вот говорю же, есть спутник Народного театра. Я с Сильного острова, я уже в садик хожу, там я их попробую стихи выучить. Есть тут целая группа ребят, которые уже выросли, обзавелись семьями и живут сейчас в Казани, а по выходным приезжают в Малые Елги к родителям. И после всех дел, пусть в 11 ночи, но идут в театр на репетицию. Вот такая работа с актерами. Такое же отношение у режиссера к декорациям. Вот эти были сделаны для спектакля «Шурале». Вот новый реквизит, пусть на свои средства, но то, что задумала, Равиля Ханым старается воплотить в жизнь. Если мне нужен этот пенек, я даю свои деньги, они будут на спектакле играть у меня, а потом вот почему-то вот у меня так получается, удача улыбается. Приходит кто-то и говорит: давай я тебя оплачиваю, эти пеньки. Взрослые у нас платные, вот этим мы платим. А детские не платные, а спектакли мы ставим платные. И вот с ними уж... Часть реквизита – это настоящие предметы быта, одежда, которую носили когда-то местные жители. Вот эту праздничную рубаху, например, привезли из соседней деревни. Неплохо она послужила хозяину, а потом еще и на сцене играла в спектакле «Гергерики Яуляре». Или вот это платье, тоже со своей историей. Вот в этом платье свекровь нашего режиссера выходила замуж. Она сама его шила. Ему уже лет 70, если не больше. С 1992 года театр признан народным. Немало конкурсов и наград на его счету. В этом году коллектив принял участие в республиканском фестивале детско-юношеского театрального движения «Не столица» и был признан одним из лучших. Нам хотелось бы, конечно, чтобы участников было гораздо больше. Мы разослали заявки по всем муниципальным районам, но, к сожалению, отозвалось не так много народу, потому что сказали, что очень сильно повлияла пандемия, что коллективы распались, что им пока нечего показывать, но... Несмотря на даже такие вот достаточно сложные условия, все-таки есть коллективы в нашей республике, которые умудрились сохранить полностью весь актерский вот этот детский состав, продолжили работу и не растеряли все те знания и навыки за 6 месяцев изоляции. К слову сказать, на премьеры Малоилгинского театра собираются не только местные, но и жители соседних деревень. И спектакль ставят несколько дней подряд. Вот такой чудо-театр. Нам же остается пожелать актерам Малоилгинского театра интересных ролей, аншлагов, а режиссеру новых идей и неиссякаемого энтузиазма. Работящие, как муравей. Только такие, наверное, и трудятся сегодня на селе. Как бы далеко не ушли современные технологии, а чтобы содержать даже одну корову, надо проснуться как минимум 4:30 утра, покормить, подоить животное и убрать стойло. Муравьи, да и только. И сегодня речь о них, об этих насекомых, а точнее о том, кто делает их скульптуры. Александр Максимов из Лаишева вырезает их из дерева. С чего пошло увлечение умельца и где он берет идеи, смотрите в нашем репортаже. Александр Максимов работает водителем в агрохолдинге «Красный Восток». По образованию юрист, а по вдохновению... Вот они, плоды его вдохновения. Началось все еще в школе, на уроках труда. Первая кормушка для птиц, табуретка. А теперь Александр сам учитель труда для своих сыновей. С появлением детей в семье и увлечение деревянными скульптурами окрепло, вспоминает он. Сначала в садике он был. В садике для какие-то у них бывает там в группе конкурсы. Вот, началось с этого, дарил туда, как-то какие-то занимали призы они между там собой. Это. Ну и все, дальше вот как-то школа, потом пошел в школу, также в школе стал участвовать. То есть такие поделки делали вместе с ним.
Вот участвовали, ему уже начинало все это нравиться. Младший еще маловат, а старший Матвей уже вовсю помогает папе. Теперь уже не только красит, но и разделочную доску для мамы может сделать сам. А главный герой работ самого Александра – муравей. Он то музыкант, то работяга с тележкой, то романтик с цветами. Сначала я увидел вообще железного муравьишку и попробовал сначала сделать. Не все разные. То есть зависит от настроения, зависит от подхода больше, наверное. То есть когда-то они вообще не получаются. Александр не учился в художественной школе и вообще каких-то способностей к рисованию или лепке в себе не замечал. Было бы желание, говорит он. Методом вот подрисовал чуть-чуть еще, и так как бы вроде примерно приблизительно, и что-то уже вот таким этим. Нет такого, чтобы взял, сразу нарисовал, это получилось, и все. То есть... Некоторые вещи Александр начинает, а потом они неделями стоят на полке, ждут своего часа. Как этот гриб, например. Кстати, это будущая лампа. Вот и медведь в ожидании вдохновения мастера. У него это первая такая крупная и сложная по исполнению скульптура. Медведь — это вообще у меня первая как бы такая работа. Я ни разу никогда не выпиливал. У меня и скульптурных нет таких этих. Решил попробовать, взял большое бревно, пилу. Потихоньку, вот такими маленькими шажками я начал выпиливать. Что-то началось прорисовываться, как бы очертания. Смотрел какие-то фотографии, мимику лица, там лапы как должны быть, там это. Иногда даже просил ребенка, чтобы он встал так, чтобы как бы увидеть, ну, действительно, как он должен стоять. В основном дерево для своих работ умелец покупает, но иногда природа сама подкидывает материал. Я иногда, гуляя по лесу, например, вижу какую-то необычную, или понравится коряга какая-то, ее возьму. Хотя не знаю, что там из нее будет. Просто она мне что-то понравилось, что там что-то может с ней получиться. Потом она лежит, и как бы приходишь, потом начинаешь что-то делать с ней. А порой форма бревна или коряги сама подсказывает, что из нее должно получиться. Вот, к примеру, бревно, уже подгнившее внутри, со сплошной продольной трещиной, почти готовый светильник, уверен Александр. Нечто похожее ему уже приходилось делать. Кроме забавных скульптур, мастер-самоучка делает и более практичные предметы. Столы, стулья, лавки, даже кухонные гарнитуры. Вместе с братом и лестницы мастерят. Кстати, увлечение главы семьи постепенно превращается в семейное дело. Уже и супруга нет-нет, да и выйдет помогать мужу. А пока Альбина красит очередного муравья и любуется на остальные работы, и пыль, и стружка, и запах краски, которые частенько залетают домой, кажутся сущими пустяками. Нравится все абсолютно, но вот мебель, столы, стулья, лавки, как бы вот уж более такое массивное и трудоемкое. Кроме материалов, для увлечения Александра требуется немного. Место, где работать, ножовка, шкурка и стамеска. Ах да, самое главное – желание. И вот тебе отдых от работы, расслабление и море удовольствия. Как бы ни были увлекательны зрелища, а еще древние римляне требовали сначала хлеба, а посему напоминаем вам о субботних сельскохозяйственных ярмарках. Свежее мясо, овощи, мука, яйца, да и еще много чего по приемлемым ценам. Все это вы найдете на ярмарочных площадках Казани, Нижнекамска, набережных Челнов и площадке Новая Тура Зеленодольского района. Для тех, кто на ярмарках еще не бывал, подсказка. Они начинают работать довольно рано, и некоторые особо востребованные товары покупатели разбирают уже к 7 утра. Напомню в завершении, что сельскохозяйственные ярмарки продлятся до Нового года. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам